очень интересовалась, особенно баснями Ивана Андреевича Крылова, нашего Кондрата Крапивы белорусского, Рыгора Бородулина. Ну и верно, вот это вот интерес этот, который проявлялся еще с детства, это, верно, способствовало тому, что мне как-то разбудилось желание самой попробовать писать стихи. Ну и попробовала, конечно, более зрелыми стихами. Они уже стали, когда я пошла на пенсию и получила много свободного времени. Или, будем говорить, более-менее свободного времени, потому что на пенсии, верно, работа прибавляется. Вот. Я выпустила 3 книги. В 2013 году я выпустила первую книгу, которая юмористические стихи, гумористичные верши на белорусской мове, вот, которая называлась книга «Усяму свой час». Вторая книга у меня вышла в 2017 году, в 2017 имею в виду. Она называлась «Жить без тебя», то есть жить без родины, жить без близких, без друзей, как это плохо или хорошо. Это были лирические стихи и патриотические стихи. И в 2023 году я выпустила свою 3-ю книгу, тоже юмористическими стихами, которая называлась «Зерните на себя». Я некоторые вам сегодня и прочитаю. Ну, прочитать сразу с первой книги «Усяму свой час», поскольку у нас тут большинство присутствующих представителей мужского пола, я немножко зациклюсь, верно, на этих представителей, для них почитаю. Называется, так и называется стихотворение из первой книги «Усяму свой час». Ну, первое, конечно, такое занятие у всех мужчин. Это первое, это рыбалка в основном и охота. Это помимо работы. На березе шумливые раки присели отпочить 3 рыбаки. Бо рыба не хотела уже клевать, а солнце стало моцно припекать. Яно домой пайсці было б не грех, да сердце выразил жаночий смех. На тым боку раки рукой подать улеглися 3 девки загорать. Картина всем знакомая давно. Як не глядеть бесплатное кино. Хвилин праз 5 молодшенький рыбак старейших подбухторвал. Значит так, как не глотать дурной слюны клубок, поплыли хлопцы к девкам на той бок. Рыбак, что заимел с годами плеш, сказал ему: чего ты поплывешь? Набойкой хлопча гэтае завуть. Захочут девки, сами проплывуть. А самый сталый, лысый, як гарбуз, у злости подкрутив сивый свой вуз и мовил: хлопец, ты зусім дурак, на что нам плыть? Усё видать и так. Вы чули? Ходить примулка меж нас, что кожной огороднине свой час.